Здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать о такой замечательной черте кыргызского народа, как гостеприимство. Причем гостеприимство не которое было давно у кочевников, а гостеприимство, которое присутствует и сегодня. То гостеприимство, которое мы оказываем, приглашая своих друзей, гостей, иногда гостей даже из-за рубежа. Что мы делаем? Сначала мы тратим очень много времени, чтобы убрать свою квартиру. И в этом мероприятии очень часто задействованы все члены нашей семьи. Затем мы очень долго готовимся к приготовлению вкусной, удивительной пищи, где мы хотим показать нашему гостю о нашей культуре, о наших национальных блюдах. Затем мы всегда думаем сделать так, чтобы при времени, которое он будет проводить с нами, ему было очень интересно. Очень часто, например, моя мама всегда предпочитает позвать свою младшую сестренку, потому что она очень заводная, она очень шебутная, у нее очень много жизненных историй, над которыми всегда гости хохочут. Более того, она даже иногда по настроению может спеть. Вот так мы встречаем наших гостей, которые приходят в наши дома. То есть мы тратим достаточно много ресурсов, силы, эмоций, настроения с той целью, чтобы наши гости от нас ушли очень впечатленными, очень веселыми и говорили: ой, помните у Айнуры, как классно мы провели время. Поэтому всегда наша цель, мне кажется, у любого человека, который принимает гостя, сделать так, чтобы появились очень яркие, удивительные, интересные эмоции у каждого нашего гостя. И мы реально тратим очень много сил. Мы вытаскиваем самую дорогую посуду, мы делаем уборку, мы готовим, мы у подруги спрашиваем рецепты какие-нибудь интересные и так далее. Детям всегда предупреждаем, чтобы они обязательно поздоровались, одели там платьюшко нарядненько, красивенько. То есть мы всех своих родственников или членов семьи готовим к тому событию, которое называется «У нас будет гость». И если провести параллель и посмотреть, как работает бизнес в этой сфере, то можно сразу увидеть, что не совсем все совпадает. Например, в бизнесе мы очень часто обращаем внимание на антураж, на мебель. Я очень часто слышу, как рестораторы хвастаются приобретенными тарелками, золотыми каемками. Это все очень важно. Очень часто хвастаются меню, то есть какие-то удивительные продукты откуда-то привозят. Это все замечательно. Но когда мы к себе лично домой приглашаем гостей, мы же их не только кормим. Наша же цель, самое главное, чтобы наш гость ушел с замечательным настроением, с шикарными, удивительными эмоциями, с которыми он потом будет еще долго жить и, наверное, даже делиться. В бизнесе, к сожалению, мы обращаем только на первую часть, на то, что должно быть обязательно. А вот вторую часть сделать так, чтобы у нашего клиента, гостя появились яркие эмоции, впечатления от качество обслуживания. Вот это, наверное, нам еще нужно поработать для того, чтобы наш сектор туризма стал многомиллиардным сектором индустрии гостеприимства. Почему? Потому что у нас это есть в крови, и нам остается, я думаю, просто чему-то научиться, посмотреть на многие вещи немножко другими глазами, усилиться, и тогда мы реально можем поднять и гордиться тем, что мы гостеприимные не только как народ, но мы очень гостеприимная страна, которая любит каждого туриста.